Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. На мой сайт islam.kz поступил такой вопрос. Ассаламу алейкум, брат. Вы написали, что приехали с Умры. Интересно, с какой фирмой полетели? Я с мамой тоже думаем там побывать скоро. Какую фирму посоветуете, спрашивает. Отвечаю. Я клюнул на рекламу турфирмы Казах Travel. Они обещали за 590 тысяч тенге 17 дней паломничества, а за двухразовое питание просили 45 тысяч тенге. Итого получилось бы 644 тысячи тенге по их объявлению. Но с меня нагло взяли 645 тысяч тенге. В их офисе никто не хотел разговаривать и разъяснять, что к чему. С трудом узнал, что они сами перед отлетом создадут группу на WhatsApp и дадут необходимую информацию. А до этого одна сотрудница, которая узнала меня, кто я, долго и упорно попыталась отговорить меня от поездки и вместо рекламы начала поливать мусором свои гостиницы в Мекке и Медине, а также питание в этих гостиницах. Рассмеялся, догадавшись, что я не совсем желательный для них клиент. Я знаю, как они кормят и выбирают самые дешевые гостиницы, чтобы сэкономить и заработать. Для меня важнее было 17 дней. Поэтому не буду жаловаться на питание гостиницы, хотя они всех обманули и разместили не в обещанном отеле. В один прекрасный день во время умры невежественные и безграмотные бабушки начали групповой чат писать «Пірім жебесін, аруахым қолдасын, тура жолға салсын». То есть пусть пир, то есть наставник, поможет, аруахи поддержит и наставят на путь истинный. Когда я им ответил, Казбек, работник турфирмы, заблокировал меня и других вместо того, чтобы исправить безграмотных бабушек. Большой проблемой было наличие всего одного автобуса в этом отеле под названием Снут Ал-Райан Ход. Иногда приходилось 45-50 минут ждать этого единственного автобуса. Иногда могли опоздать на начало намаза в Аль-Хараме. Иногда приходилось за свои деньги на намаз поехать на такси. Многие люди пешком ходили, чтобы не опоздать на намаз. А в других гостиницах имелись 4-5 автобусов, которые ходили друг за другом. Все им молча завидовали. На мои жалобы никто не реагировал. Кроме меня практически все были первоходцами, поэтому тупо молчали и думали, что так и положено. Я бы на все эти неудобства промолчал бы, но вышел из себя по другой причине. Через несколько дней после приезда в Мекку простудился, так как одевался легко и стоял под вентилятором на намазе. Написал на WhatsApp представитель Казах Travel Казбеку и попросил подойти в мою комнату, решил попросить его купить в аптеке антибиотики. Он обещал быстро подойти, но подошел только поздно ночью, когда все легли спать. А до этого моя жена целый день, через каждые 20-30 минут звонила алматинскому представителю Казах Travel Курману, чтобы тот попросил Казбека купить мне антибиотики. Ее Курман постоянно обманывал, что Казбек давно встретился со мной и купил антибиотики. Жена была на связи со мной и была в курсе, что они меня нагло игнорировали. Итак, Казбек подошел очень поздно и сказал, что уже все аптеки закрыты, поэтому купит лекарство только утром. Утром я Казбека не дождался и позвонил ему перед обедом Зухром. Он сказал, что купит после намаза и сразу вернется в гостиницу. Но пришел только в 18 часов вечера. Принес не антибиотики, а таблетки от аллергии, где большими буквами было написано на английском слово «аллергия». И потребовал 45 реалов. На мои возмущения, что это не антибиотики, а таблетки от аллергии, он ответил, что ему в аптеке дали эти таблетки, хотя на арабском он хорошо разговаривал. Я ему отдал 45 реалов и сказал, что завтра сам пойду за антибиотиками. Услышав это, он испуганными глазами молча мне вернул 15 реалов назад и быстро исчез. Исчез также с эфира на несколько дней. В следующий день в самой дорогой аптеке Мекки узнал, что эти таблетки стоят максимум 29 реалов, а не 45. Вот таким образом, в самом священном месте для всех мусульман мира, такие мрази обманывают людей за деньги. Я не стал потом его упрекать. Он ученик университета Нур-Мубарак, кстати.
Я бы даже ему это просил ради довольства Аллаха и не писал бы об этом случае никогда, если бы не следующее. За день до отъезда Хазбек всем написал на WhatsApp, что мы спустились на первый этаж и получили по 5 литров положенного замзама. На первом этаже был маленький магазинчик, где продавали бижутерии и всякого рода мелочевки. Торгаш также продавал 5-литровые упаковки замзам вместе с водой. Многие постояльцы гостиницы у него покупали замзам. Хазбек раздавал нам замзам как раз рядом с этим магазинчиком. Двери были открыты, и видно было, что тележку замзам вытащили с этого магазина. У меня было сомнение, поэтому в комнате я вскрыл упаковку и обнаружил, что бутыль замзам не упакована как положено. То есть всем паломникам обычно покупают замзам в аэропорту Джидды, заранее герметично упакованную толстую полиэтиленовую пленку, чтобы в случае утечки вода не пролилась в самолет и ничего не замкнула. Решил после этого на всякий случай попробовать на вкус. Оказалось, что это обыкновенная водопроводная вода, может, с добавлением немного замзама. Я попросил соседа по комнате также вскрыть упаковку и проверить на вкус. У нее тоже в бутылке без пленки оказалась обыкновенная вода. Я об этом написал в WhatsApp, а они меня заблокировали. На личку вышел другой сотрудник по имени Бауржан Муржамула и начал мне лапшу вешать, что типа Мекке нельзя обманывать, что замзам невозможно отличить по вкусу от воды и так далее и тому подобное. Я ему написал, что я уже 15 лет посещаю Мекку и Медину и хорошо знаю вкус замзама, что все они мошенники, и был сразу же заблокирован. Как я понял, жадный до невозможности Хазбек решил не покупать дорогой замзам в аэропорту. Поэтому купил нам дешевую подделку в магазинчике на первом этаже гостиницы. Таким образом решил деньги заработать за наш счет. Его махинации с деньгами также было замечено во время турпоездки в Джидду, когда он назвал нам разные цифры. Также вспомнил случай в 2020 году, когда я с женой и 4-летним сыном совершали умру вместе с Казах Тревел. Тогда меня обманули с питанием и гостиницей. Пришлось на месте шум поднимать. И они разместили нас в другую гостиницу от всех остальных с нормальным питанием. За это один из гнилых работников Казах Тревел по имени Ахберды Ахунуло решил отомстить. И в Медине за дополнительную кровать сыну на 3 дня потребовал с нас $100 доплаты. Он же в аэропорту Медины отказался сыну давать 5 литров положенного каждому паломнику бесплатного замзама, хотя сын не летал бесплатно, а за все заплатил. Пришлось звонить в Алмату и шум поднимать из-за этого. Его пришлось увидеть и в этот раз. С трудом от высокомерия только одну руку подал на мой салям. Также хочется сказать, что некоторых работников Казах Тревел увидел во время массовых выступлений женщин и стариков на стороне полицейских и спецслужб по телевидению. В этот раз паломники свои паспорта в аэропорту ждали больше часа из-за безответственного работника турфирмы. Как видите, не совсем адекватные и хорошие люди работают в этой турфирме. Вам самому решать, с кем полететь. Рекомендую первый раз полететь с турфирмой, а потом самим, заказав электронную туристическую визу и гостиницу через интернет. Может быть, чуть-чуть дороже, но лучше. Но все турфирмы на первое место ставят свою прибыль и постоянно обманывают своих клиентов, не боятся кары Всевышнего Аллаха. Вот лежу и думаю, будет ли принята моя умра, если мы на самое святое место для всех мусульман мира попали обманом. ПЦР-тесты левые, мечети заходили также по левым QR-кодам, назад вернулись также по левым ПЦР-тестам. Умру совершили также левой программой. Это все пахнет уголовным делом светской жизни, а перед Аллахом как быть? Кого нельзя обмануть. Надеюсь, что, иншаллах, руководство этой турфирмы увидит мой ответ и примет соответствующие меры в отношении своих подчиненных. Возможно, он не в курсе, какие люди у него работают. Люди ведь как хамелеоны, прячут свое истинное лицо. Я не ваш враг и ничего плохого вам не желаю.
Исправьтесь и станьте одной из лучших турфирм страны. Я просто сказал истину вслух.